Я рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам расклад на неделю с 6 по 12 января 2020 года для рыб. Рассмотрим сферы отношений, работы, финансов. Достанем карту совета. Сегодня расклад будем делать на цыганском оракуле. Первая карта для тех рыб, которые находятся в паре. И здесь выпадает карта ребенок. Для тех, кто ищет партнера, выпадает карта деньги. Для тех, кто работает, у кого есть стабильная работа, выпадает карта священник. Для тех, кто ищет работу, выпадает карта скорбь. Для финансов выпадает карта путешествие. Начнем с тех рыб, которые уже имеют партнера. Здесь выпадает карта ребенок, и она говорит о том, что будут какие-то обновления в ваших отношениях. Для кого-то это действительно может быть появление ребенка, для кого-то это может быть зачатие ребенка, а в основном это просто появление чего-то нового в вашей жизни. Либо новый человек приходит в вашу семью, либо какие-то новые дела вы начинаете, на новое место жительства переезжаете. В общем, все, что связано с каким-то обновлением, это вот все на этой неделе может произойти. Либо просто отношения обновятся так, что вы станете совершенно по-другому относиться друг к другу, как будто бы заново друг друга полюбите. Может быть, какие-то новые цели и планы у вас появятся общие на будущее. Очень хорошая здесь возможность, очень много энергии, желание как-то помочь друг другу, поддержать друг друга и так далее. И также карта радости, когда мы, как дети, радуемся жизни, это когда у нас просто как бы энергия через край кипит. Теперь для тех рыб, которые ищут партнера, выпадает карта деньги. Она говорит о том, что можно на этой неделе встретить своего человека там, где будет обсуждаться или решаться вот вопрос, связанный с деньгами, с финансами. Это может быть обучение финансам, либо это может быть будут какие-то вопросы, связанные с оплатой, там, с банками или с какими-то документами денежными. Кроме того, здесь деньги могут выступать как ценность. Просто вы можете встретить человека, который действительно будет для вас очень дорог, который будет вашей истинной ценностью в жизни, да, то есть который дороже денег для вас будет. Давайте посмотрим, что ждет тех рыб, которые работают. Здесь выпадает карта священника, и она говорит о том, что, скорее всего, вы на этой неделе будете занимать какое-то такое высокое довольно-таки положение среди окружающих. Может быть, это временно, а может быть, это будет действительно повышение по службе. Может быть, здесь будет какое-то назначение довольно-таки высокое. Очень хорошая карта для преподавателей, да, для обучения. Также карта говорит о том, что, возможно, нужно задуматься над смыслом вашей деятельности. Да? Для кого вы работаете, для чего вы работаете, действительно ли это ваше дело, приносит ли оно вам пользу, приносит ли пользу окружающим. То есть вот такие вопросы о смысле вашей работы, о смысле вашего дела, они были бы не лишние на этой неделе. Ну и также, когда вы будете строить планы на год касательно деятельности, нужно обязательно учитывать и работу, которая вот именно на благо других людей. Да, то есть вот такие цели тоже желательно поставить. Для тех, кто ищет работу на этой неделе, у вас либо нет желания, либо нет сил искать варианты, да, хотя их вокруг вас очень много будет. Просто у вас, видимо, время такое, что не хочется этим заниматься. Или просто время не пришло, вот праздничные какие-то заботы, и вот вам трудно, может быть, даже даются эти выходные, потому что вам хочется поскорее решить вопрос
с трудоустройством, да, а так как везде праздник, везде каникулы, вы не можете реализовать как раз вот эту свою потребность, нужду, да, и поэтому, может быть, даже переживаете. Но карта говорит о том, что если выдалось время для отдыха, нужно его использовать по назначению, набираться сил, набираться прекрасных каких-то впечатлений, да, для того, чтобы у вас были силы. Потому что сейчас вот закладываются энергии на целый год. Не нужно тратить их на какие-то огорчения. Обязательно у вас будет возможность заработать, устроиться на новую работу, потому что карта показывает, что таких возможностей масса. Тем более вот здесь за спиной у женщины изображены ступени. Это значит, появится работа с дальнейшим ростом, с повышением, и возможностей много. Это вот вода, море, да, которое тоже изображено здесь, и цветы, которые говорят о том, что удовольствие вы будете от работы получать. Просто единственное, что нужно подождать и ни в коем случае не отчаиваться. Для финансов на этой неделе выпадает карта путешествия. Она говорит о том, что либо вы будете тратить деньги на путешествие, да, на развлечения, на дорогу, либо, может быть, наоборот, вы поедете и в путешествии сможете какие-то новые источники дохода для себя открыть. То ли вы можете познакомиться с какими-то новыми людьми, либо какие-то идеи придут к вам во время путешествия, да, которые вы можете потом превратить в деньги. Давайте посмотрим, что советуют карты на этой неделе рыбам. Выпадает карта тоска. Ну, еще раз, да, карта говорит о том, что вам не нужно концентрироваться на чем-то негативном. И 2 раза, по сути, повторяется у нас эта тема, она как раз очень важна, значит, для вас. То есть нужно обязательно настраивать себя правильно. Нужно думать о том, что обычно все хорошее в жизнь приходит неожиданно, да, и, допустим, у нас бывают дни, когда все одинаково, не меняется, да, потом в один прекрасный момент все происходит как бы как по волшебной палочке, да, то есть очень быстро все происходит и неожиданно. Вот об этом нужно думать, что если даже сейчас какое-то временное такое затишье, застой, это не значит, что навсегда. Нужно просто дать себе возможность прожить это время, прожить так, чтобы было счастливо, для того, чтобы было не грустно, да, ставить для себя какие-то новые цели на будущее, и оно обязательно придет. То есть самое главное здесь вот держать настроение, ни в коем случае не поддаваться каким-то депрессивным таким вот мыслям, да. Друзья, желаю вам прекрасного времяпровождения. Это же праздничная неделя. Нужно успеть как бы взять все возможное, да, чтобы у вас действительно настроение на целый год создалось. Да, зарядите себя вот этой энергией, радости и счастья, говорят карты. Всего вам доброго, до новых встреч.